России проходят массовые эвакуации. В учреждениях нескольких городов поступили анонимные сообщения о возможном минировании зданий. Силовые структуры пресекли деятельность нелегальных оружейников в России. Причастных лиц задержали в нескольких десятках регионов страны. Попробовать холод на вкус. Пребывание Паула Вентурини в Якутии завершилось в усадьбе Атласовых. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Работников и посетителей нескольких социальных объектов и офисных зданий в Якутске сегодня эвакуировали. Анонимные письма на электронную почту с сообщением о минировании зданий в Якутске получили более 20 учреждений социальной сферы. На данный момент известно, что эвакуация прошла в окружной администрации, в больницах номер 2 и номер 3 и в здании японского дома по улице Дзержинского. На объектах работали кинологи. Служба спасения приведена в полную готовность. На местах также находились представители МЧС и правоохранительные органы. Однако аналогичные сообщения приходили накануне в организации Хабаровска и Южно-Сахалинска. Сегодня такие сообщения помимо Якутска поступили в учреждения Благовещенска, Иркутска, Читы и Улан-Удэ. Мы, значит, работаем в штатном режиме, но в таких ситуациях, конечно, мы вывели всех детей. На сегодняшний этот момент 202 ребенка лежат, лечатся от ОРВИ, от инфекционных заболеваний. В общем-то, у нас эта ситуация возникает, не сказать, чтобы так редко. Работаем в штатном режиме. Эвакуировали детей, эвакуировали медперсонал. Сейчас мы вернулись. И вот сколько времени потребовалось на все эти манипуляции? Так, ну, мы очень быстро это делаем. Минут 15, да, и мы уже эвакуировались. Тем временем ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией пресекли в 32 регионах страны деятельность 86 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и сбыту их в различных субъектах страны. По адресам проживания нелегальных оружейников прошли оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъяли 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, реактивный огнемет, 2 ручных противотанковых гранатомета и не только. Другим темам на этой неделе мирный с рабочим визитом посетили общественники из Якутска. После инцидента, который произошел в августе прошлого года, когда Алмазный регион накрыли аномально сильные осадки, это не первая делегация, которая посещает производственные площадки «Алроса». 3 дня эксперты знакомились с деятельностью алмазной компании. Что их интересовало в первую очередь, расскажут коллеги. Ознакомиться с технологией алмазодобычи, оценить состояние окружающей среды и соответствующие документы. С такой целью производственные площадки «Алроса» посетила делегация из Якутска. 3 дня представители общества независимых экологов пристально изучали работу алмазодобывающей компании. Люди приехали, чтобы посмотреть и достоверно, то есть своими глазами увидеть, какова технология в компании «Алроса» на примере Мирнинского ГОКа. Ну и, соответственно, самым больным вопросом для них здесь является это экологическая ситуация на территории реки Ирылях. Это связано, конечно, с деятельностью прииска Ирылях. Общество «Независимые экологи Саха-Сиря» было создано в октябре прошлого года. Причиной послужил инцидент, который случился 18 августа на реке Ирылях. Тогда, после аномальных ливней, произошел прорыв дамбы так называемого Дачного озера, и вода из него хлынула в ближайшие реки. Мирные с тех пор посетили уже несколько делегаций, чтобы оценить экологическую составляющую после инцидента. Компания «Алроса» всегда шла навстречу. Гостям показывали все объекты, вызывающие у них пристальное внимание. Так поступили и на этот раз. Диалог у нас, я думаю, в эти дни был установлен. И думаю, что это хорошее дело. И вообще «Алроса» уже, мы даже на сайте смотрели, что они открыты к диалогу с обществом, что это нужно. Мы получали ответы по многим вопросам, и по экологии, и по промышленности, безопасности, и по ликвидации ЧС. Программа знакомства общественников с работой компании была выстроена таким образом, чтобы независимые экологи смогли всесторонне оценить деятельность «Алроса». Делегация побывала на руднике интернациональной обогатительной фабрики номер 3 в институте Якутнепроалмаз и встретились с руководителями компании. В будущем экологи планируют установить контакт и с другими промышленными компаниями, которые ведут добычу полезных ископаемых на территории Якутии. Хотели бы тоже познакомиться, тоже найти
какие-то общие темы и диалог установить как бы и по деятельности, и по общественным работам, и по предохранным мероприятиям тоже. Мы бы хотели участвовать еще в составлении каких-нибудь предохранных мероприятий, там наши предложения, чтобы были услышаны или по возможности даже учтены, может быть, даже. Так бы тоже было хорошо. По итогам трехдневного визита Общество независимых экологов и акционерная компания «Алроса» подписали соглашение о сотрудничестве. Гости ПСК остались довольны. Алмазная компания в очередной раз показала, что открыта для диалога и сотрудничества. Анна Винокурова, Илья Засухин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». В Госдуме одобрили ужесточение наказания за сокрытие информации о санитарном состоянии лесов. Комитет парламента по природным ресурсам рекомендовал Нижней Палате принять в первом чтении законопроект об усилении административной ответственности. Документ предусматривает за такие правонарушения штрафы для должностных лиц в размере от 5 до 20 тысяч рублей. А если эти нарушения касаются защитных лесов, особо защитных участков лесов и лесов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах, штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей. Власти Якутии планируют в этом году построить 10 школ и 25 детских садов. По словам главы республики Айсена Николаева, в ближайшие годы из федерального проекта образования на нацпроекты будет направлено порядка 35,5 миллиардов рублей. При этом около 9 миллиардов рублей предусмотрено в региональном бюджете. Кроме того, к 2024 году Якутия должна стать одним из 15 лучших регионов России по качеству образования. Особое внимание уделять цифровизации, подготовке кадров, созданию единой культуры. Планируют внедрить систему оценки результативности учреждений среднего профессионального образования по стандарту WorldSkills. А малому и среднему бизнесу Якутии окажут помощь для выхода на международные рынки. В майском указе президента России особое место отводится наращиванию экспортного потенциала в обрабатывающих отраслях, агропромышленном комплексе и услугах в размере 20% внутреннего валового продукта. В республике поддержка экспорта товаров и услуг является одним из приоритетных направлений развития экономики. Глава Якутии в указе о стратегических направлениях социально-экономического развития региона поставил задачу по обеспечению темпов роста несырьевого экспортного ориентированного сектора экономики республики выше 10% ежегодно, начиная с 2019 года. Сегодня в России отмечают День студентов, он же Татьянин день. Яркий и шумный праздник объединяет студентов бывших и нынешних. Зимняя сессия позади, и сейчас самое время жить весело. Конечно же, до следующей сессии. Учащиеся вузов и СУЗов народ задорный, в то же время суеверный. С учащимися Алданского политехникума встретились наши корреспонденты. Бывших студентов, как известно, не бывает. В каждом человеке до глубокой старости живет озорной юнец, в одинаковой степени задорный и сентиментальный. Сегодня учащиеся вузов и СУЗов отмечают свой праздник – Татьянин день. Студенчество многие назовут самой прекрасной жизненной порой. Поздравляем всех студентов и Татьян, в частности, с этим замечательным праздником. Проводим конкурсы. Студенческие капустники, занятость в клубах по интересам, кружковая работа, воплощение в жизнь масштабных идей в неурочного времени должно хватить на все. Скучать студентам Алданского политехникума некогда. В первую очередь волонтерская деятельность. Много чего есть. Проходят всякие мероприятия, квесты проводятся. От сессии до сессии живут студенты, конечно, весело. А вот с зачетно-экзаменационным периодом приходит пора тревог. Постоянно нервы, руки потеют, страшно, молишься. Ты начинаешь верить во все, даже в то, что скамейка может помочь. Просыпаешься, там, не знаешь, там, грубо говоря, за ночь ты выучишь всю лекцию. К слову, страхи носят характер в большей мере иррациональный. Они, как правило, не зависят от оценки объема полученных знаний. Потому и бороться с тревогами студенты стремятся не только посредством учебников. Кричать в окно: халява, приди. И подкладывание монетки в сапог. Все, этого хватает. Например, учебник под подушку ложить. Это 5 рублей в ботинок. Примета – не мыть голову, не подстригать ногти. Знания уходят вместе с этим. Я книжку всегда на ночь ложу под голову. Книжку, тетрадку, смотря что. Призыв халявы, ночь с книгой под подушкой и пятачок под пяткой среди студентов Алданского политехникума – это наиболее распространенные методы. На них уповают большинство ребят и девчонок, а некоторые, отдавая должное ритуалам, предпочитают все же придерживаться единственной приметы. Все зависит от вас, от самих студентов, от преподавателей тоже. Как подход они найдут к преподавателям студенты. Что учиться и учить.
Татьянин день в царской России являлся самым шумным днем в году. Он и сегодня считается наиболее ярким праздником учащихся высших и среднеспециальных учебных заведений. Дата важна также тем, что объединяет студентов нынешних и бывших. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Итальянский марафонец Паоло Вентурини со своей командой попробовали холод на вкус. Свое пребывание в Якутии итальянцы завершили в усадьбе Атласовых. В этнопарке им удалось принять участие в традиционных обрядах, послушать якутские музыкальные инструменты и попробовать якутскую кухню, а также попробовать лично настрогать замороженную рыбу. Gran tagliatore di Straganina, campione del mondo, ho fatto l'università. Straganina, te vedi qua. Strange for us, I think, for European. Для нас, европейцев, кушать замороженную рыбу может показаться странным. Но, конечно, я понимаю, что это традиционная пища северных народов. Для охотников, которые только выловили рыбу, она почти готова к употреблению. Мне нравится сочетание с солью и перцем, и я думаю, возможно, с добавлением итальянского оливкового масла вкус будет еще интереснее. К этой минуте у меня все новости. Оставайтесь с нами.